А когда жители Таджикистана этого дождутся? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в других странах произошло то, чего мы так ждем. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов и председатель правления АО «НК Казтрансгаз Кайрат Шарыбаев освобождены от должностей, передает новостное агентство Казтак со ссылкой на свой источник. Решение об освобождении Досанова и Шарыбаева от должностей принято Советом директоров, подтвердил редакции источник, знакомый с ситуацией. Досанов приходится мужем старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Алиё Назарбаевой, а Шарыбаев старшей Дагири Назарбаевой, однако официально об их свадьбе нигде не сообщалось. Эту официальную информацию подтвердил фонд Самрук Казына. Также по информации фонда досрочно были прекращены полномочия Кайрата Шарыбаева в качестве председателя правления АО «Национальная компания Казахгаз». Отметим, что ранее Фергана сообщала о том, что 6 ноября Казахстан покинул родной брат Назарбаева Балат. Он выехал в Кыргызстан, а из Бишкека в тот же день вылетел в Дубай. Как вы относитесь к тому, что после событий в Казахстане с верхушек снимается элита, которая является родственниками тех или иных депутатов и бывших и нынешних президентов? Вы бы хотели, чтобы такое произошло в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Кроме того, в Казахстане задержаны уволенный ранее замминистра энергетики Жумабай Карагаев, а также руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщило Государственное агентство по финансовому мониторингу. Различные СМИ в разные годы писали, что Балат Назарбаев является основным выгодополучателем от товарооборота на казахстанско-китайской границе. Кроме того, предположительно, все крупные рынки в Алмате и пригородах крупнейшего казахстанского города также принадлежат структурам Балата Назарбаева. Добавим, что до сих пор неизвестна судьба самого Нурсултана Назарбаева. Он не появлялся на публике с 28 декабря, когда он поучаствовал в неофициальном саммите СНГ, прошедшем в Санкт-Петербурге. Фергана сообщала, что охрана внешнего периметра его резиденции в Нур-Султане была снята в начале января. Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. А как вы относитесь к тому, что люди, когда приходят к власти, назначают также своих всех родственников, знакомых и всех, кого знают? Как вы думаете, это должно быть? Если нет, то как с этим стоит бороться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!